Алихан Аздоев вновь в свои 31 подарил своей республике еще одно золото на Кубке мира. Событие, которое стало настоящим триумфом и поводом для гордости всего казахстанского и ингушского спорта. На турнире в Анталии Алихан провел 4 напряженных поединка. Каждая встреча была испытанием, требовавшим максимальной концентрации, выносливости и тактической грамотности. Именно физически все были европейцы, они очень крепкие. По ним, по телосложению, какие они атлетические. Его уверенная и техническая борьба не оставила шансов конкурентам, что позволило ему завоевать уже 3-е чемпионство на Кубке мира. Достижение исключительной важности, которое подчеркивает не только его высокий уровень мастерства, но и непреклонную стойкость характера. Эта победа далась ему не просто так, за каждым успехом стояли годы упорных тренировок, самодисциплины и невероятной силы духа. У нас были сборная Казахстана в городе Алматы на олимпийской базе. 2 недели мы готовились, все первые номера, каждый в своей категории. Путь Алихана в кикбоксинг открылся сравнительно поздно. Он начал тренироваться в 20 лет в Астане, что в мире профессионального спорта считается достаточно зрелым возрастом. Тем не менее, его упорство и труд привели к впечатляющим результатам. Помимо 3 титулов чемпиона мира, он является 9-кратным чемпионом Казахстана по кикбоксингу, что подтверждает его доминирование на национальном уровне. Во время турнира Алихан столкнулся с непростой ситуацией. Его пытались дисквалифицировать, однако неожиданно за Алихана вступился его же соперник по полуфиналу, который поставил на кон собственное золото, отстаивая честность и справедливость в поединке. Этот поступок не только позволил Алихану продолжить борьбу, но и подчеркнул высокий уровень спортивного духа и взаимного уважения. Такая история стала еще одним доказательством того, что настоящие чемпионы ценят не только победу, но и честь спорта. И когда я в ринг вышел, меня не допускали к бою, говорят, он не взвешивался. Потом уже главный тренер подошел. А когда взвешивание я проходил, мой соперник, он передо мной стоял на взвешивании, он видел, как я взвесился, смотрел, как мой вес, как бы все ровно было. И я турку подхожу, на английском объясняю, типа, ты же видел, что я взвешиваю, объясни своим, что я прошел взвешивание, чтобы они меня допустили. И он им сказал, что да, я видел, он был со мной на взвешивании, мы вместе взвешивались. Меня вот допустили, как бы, можно сказать, помог он мне. В какой-то степени. 9-кратный чемпион Казахстана, 3-кратный чемпион мира и 2-кратный чемпион Азии. Алихан Аздоев демонстрирует выдающиеся результаты в кикбоксинге. И на этом наш герой не намерен останавливаться. В дальнейшем у меня ближайший турнир в июле. Я буду выступать по рукопашному до МЧС. Меня еще в МЧС сейчас зачистили, чтобы я за них дрался по рукопашке. А в сентябре у нас от Казахстана. Опять отбор на чемпионат мира, а в ноябре уже будет чемпионат мира в Абу-Даби. Этот успех Алихана – яркий пример того, как целеустремленность и трудолюбие способны привести к вершинам мирового спорта. В мире, где молодость часто считается главным преимуществом, он доказал, что возраст не преграда для достижения великих целей. Его победа вдохновляет не только начинающих спортсменов, но и всех, кто верит в силу упорства и желание идти вперед, несмотря ни на что. Молодым спортсменам я пожелал бы верить в свою мечту, в свою цель. Верить, конечно, в первую очередь во Всевышнего, потом в себя, в свои силы. Потому что я сам начал заниматься очень поздно. Мне было уже 20 лет, когда я пришел в спорт. До этого времени я как бы жил в деревне, там рос и не был заниматься. У меня просто была мечта и цель добиться чего-нибудь именно в спорте. Сегодня Алихан Аздоев – гордость казахстанского и ингушского кикбоксинга. Его победа в Анталии – очередное подтверждение того, что талант и трудолюбие всегда вознаграждаются. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Магаз, 24.